13,5 тонн сортового картофеля закупит филиал Россельхозцентра для аграриев региона. Напомним, с этого года ведомство фактически помогает нашим аграриям в выборе районированных, приспособленных под наши климатические условия семена культур. Заявки на сортовой картофель поступили уже от 5 фермерских хозяйств и 5 сельхозпредприятий. 3 сорта «Аврору», «Скарб» и «Янку» приобретут в Костромской области. Любовь Лапина с любовью по картошке. Это известный теоретик и практик по картофелеводству и автор многих публикаций. Ныне Александр Попов – глава собственного крестьянско-фермерского хозяйства. Его хранилище – десятки сортов второго хлеба. Вот он несет тот самый «Скарб», который планирует в этом году закупить Россельхозцентр. Это «Скарб». Он показывает все с очень хорошей стороны. А в этих мешках еще один сорт «Аврора» – бледно-розовая картошка с красными глазками. Эти виды идеальны для суровых северных земель. На любых почвах они дают хороший урожай, за такое не жалко переплатить. Но некоторым аграриям Коми благодаря Россельхозцентру он может достаться при минимуме вложений – всего за 26 рублей за килограмм. Цена все-таки, если сравнивать даже с документами картофель плюс транспортные расходы, это очень низкая цена. Мы даже не можем себе представить такую цену, поскольку 25 рублей закупочная цена элиты, плюс транспортные расходы, это рубля 3 на килограмм, это минимум 28-29 рублей. А здесь 26, это все-таки сомнительно по качеству. Сомнения у Александра не случайны. В прошлом его хозяйство уже сталкивалось с продавцами из Костромской области. Именно там Россельхозцентр планирует в этом году закупать все 3 сорта для аграриев. Александр отмечает, если это будет митина, то качество картофеля, он уверен, будет низким. Оттого, возможно, и цена невелика. Впрочем, в Россельхозцентре отмечают, невысокая стоимость и вправду может вызвать сомнения. Правда, повода для беспокойства нет. Цена очень низкая, потому что мы вот пытались удешевить эти транспортные расходы. Там договорились, чтобы нам подешевле отпустили, и минимальную наценку делаем, потому что на самом деле картофель у нас продается и по 70 рублей, тем более такой высокой репродукции, как элита. Но мы государственное учреждение и не для того работаем, чтобы на этом наживаться, а мы за то, чтобы все-таки у нас в республике больше было сортового и качественного картофеля. На всю партию будут сертификаты соответствия. Подлинность документа проверит государственный орган Россельхознадзор. А уже качество самого картофеля оценит сам Россельхозцентр. В своих лабораториях специалисты центра проведут полный анализ. Это уже по клубневым анализам видны, насколько сортовые качества, типичность сорта, болезни, вредителей. Вот в этом клубневом анализе все высказывается полностью. Покупателю уже видно, насколько сорт качественный. Приобрести семенную картошку смогут не только фермерские хозяйства и сельхозпредприятия. Продавать сортовые клубни Россельхозцентр планирует и обычным дачникам. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Йорган, Сыктывкар.